Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в программе ученый-ботаник, лесовод, доктор наук Сергей Беби отмечает 75-летний юбилей. Черная дыра, антивещество, презентация научного труда Расима Камня. Указом президента Рауля Хаджимба за оказание всесторонней помощи соотечественникам, вклад в укрепление связи между Абхазией и Российской Федерацией, орденом Ахтябша третьей степени награждены члены организации «Московская абхазская диаспора» Беслан Агрба, Юрий Анчабадзе, Роман Лазба, Руслан Хакба, Заур Халваш, Валерий Чеквитадзе и Денис Чачхалия. Вице-президент Академии наук Абхазии, видный ученый-ботаник, доктор биологических наук, кавалер ордена Ахтябша, профессор-академик Сергей Беби отмечает 75-летний юбилей. В стенах родного института ученого сегодня чествовали друзья, коллеги, представители научного сообщества Абхазии. В свой юбилей Сергей Михайлович на рабочем месте. Он строит научные планы и готовит к изданию новые труды. С юбиляром пообщалась Нис Фаршба. Ему 75, но он по-прежнему ни дня не может прожить без науки. Одно перечисление должностей и регалий Сергея Михайловича впечатляет. Он академик-секретарь отделения медико-биологических, сельскохозяйственных наук и наук о земле, заведует отделом интродукции растений Института ботаники Академии наук Абхазии и кафедрой лесного хозяйства и ботаники АГУ. Таких поездок, возможностей за рубежом у нас не было. Но на территории Советского Союза мы имели возможность побывать самой первой, это на Дальнем Востоке, на Курильских островах, которые по климатическим условиям близко к нашим. И там огромное богатство растительного мира, которые оказались для нас полезными, и мы плодотворно в этих краях поработали. Они запомнились мне на всю жизнь. Потому что связано не только с работой, но и со многими приключениями. Но самое главное в жизни – это результат, который дает эти экспедиции. Эти знания, которые позволили мне дальше разрабатывать многие предложения, практические мероприятия для развития нашей науки, для развития нашей не только ботанической, но для рационального использования наших лесов, сохранения биоразнообразия в наших краях. Это сегодня без участия Сергея Михайловича не проходит ни одна экспедиция, связанная с горным лесоводством и лесоведением. Область научных интересов юбиляра – история и география горных лесов Евразии, динамика растительных сообществ, дендрология, систематика, интродукция растений, экология, охрана природы. А ведь 50 с лишним лет назад он мечтал стать инженером, строить здания, возводить комплексы. Но ему была предначертана совсем другая судьба, далекая от строительства. Случилось так, что мы приехали в Новочеркасск поступать в политехнический институт, но из-за зрения мои документы там не приняли. Сказали, тебе можно поступить на лесной факультет, рядом инженерно-мелиоративный институт. Сказал, я вырос в лесу, я вырос, так сказать, в деревне, и учиться на лесной факультет я не намерен. Поступил без энтузиазма, учился без энтузиазма до 3-го курса, но пришел видный ученый, лектор от Бога, Лашкевич Алексей Константинович. Он внедрил в мою душу любовь на всю жизнь в лесное дело, в ботанику и в мою специальность, что явилось основой дальнейшей моей жизни. Люди, хорошо знающие Сергея Михайловича, помнят его долгие интересные командировки. Он участник более 30 научных экспедиций по лесам Кавказа, Дальнего Востока, Европейского севера России, Литвы, Эстонии, Германии, Польши, Венгрии, горных Татар, Карпат, Урала, Тянь-Шаня. Он объездил множество островов, бывал на Сахалине, Кунашире, Шикотане, на Тайване, Хоккайдо, исследовал Горный Алтай. Из командировок он привозил не только впечатления, но и семена растений. В результате этих экспедиций в ботаническом саду уже произрастают несколько видов эндемичных даже на их родине и чрезвычайно редких в мире ценных древесных растений. Все слова сегодня о юбиляре, который с годами ничуть не изменился. Все тот же строгий взгляд и теплая сердечная улыбка. Сергей Беби – ученый от Бога, которого Всевышний подарил Абхазии, считают коллеги. Ученые занимает особое место в любом обществе, а в нашем, в особенности в силу его размеров, исторического состояния. Поэтому
как бы сегодня Сергею Михайловичу не тяжело было выслушивать долгие торжественные речи, нужно запастись терпением, потому что в значительной степени это будет посвящено роли и месту ученого в нашем обществе и роли нашей академии в жизни общества и ее связи с внешним миром. Несмотря на занятость в Академии наук, в Институте ботаники Сергей Михайлович не прерывает свою научную и преподавательскую деятельность. Нам стало интересно, как считает сам юбиляр, 75 лет – это много или мало? Сергей Михайлович, немного подумав, ответил: несомненно, много. Но впереди есть планы, которые обязательно нужно осуществить, чтобы принести еще больше пользы науке, своему народу и своей родине. Нисфарш Бальдар Дамиров, Абхазское телевидение. За заслуги в педагогической и научной работе Сергею Бебе присвоено почетное звание «Заслуженный работник Высшей школы Республики Абхазия». Указ об этом подписал сегодня президент Рауль Хаджимба. Проблемы безопасности и вопросы гармонизации законодательства России и Абхазии находятся в центре внимания делегации Совета Федерации, которая в эти дни находится в нашей республике. Группа парламентариев во главе с сенатором Виктором Озеровым посетила российскую военную базу в Гудауте. Сенаторы одними из первых поздравили российских военных с новосельем. В парламенте Абхазии создана депутатская группа «Апсадгил. Родина». Во фракцию вошли депутаты Георгий Агрба, Фазлыби Авицба, Гурам Барганжи, Анзор Кокоскери, Ахрапачуля, сообщает сайт Народного собрания Абхазии. Министерством образования и науки Абхазии проводятся информационно-методические семинары для руководителей районных и городских методических объединений, сообщает Абснепресс. Цель семинаров – совершенствование учебно-воспитательного процесса, качество планирования уроков, а также повышение уровня профессионального мастерства. Семинары проводят главные специалисты министерства, научные сотрудники Института педагогики, ведущие педагоги Сухума. С 9 по 11 сентября в Нижнем Новгороде проходил 4-й международный бизнес-саммит, в работе которого по приглашению правительства Нижегородской области принимала участие делегация из Абхазии. На данном бизнес-саммите было представлено 44 страны, 39 субъектов Российской Федерации, зарегистрировано 11 тысяч участников. Среди приглашенных были представители органов власти в сфере туризма, представители предприятий туриндустрии, зарубежные участники, представители вузов, СМИ и эксперты. В абхазской делегации замминистра сельского хозяйства Владимир Дауров, вице-президент торгово-промышленной палаты Абхазии Отгур Лушпа и начальник управления по туризму ТПП Инара Даурова. Замминистра сельского хозяйства Владимир Дауров провел встречи со своими нижегородскими коллегами. Обсуждались вопросы развития сотрудничества между сельхозпроизводителями Абхазии и переработчиками сельхозпродукции Нижегородской области. По словам Владимира Даурова, поднимался вопрос о привлечении инвесторов к строительству завода по комплексной переработке сельхозпродукции. Крайне необходимо предприятие по переработке сельхозпродукции. Это джемы, соки, компоты. Это та линейка, разнообразная линейка консервированной продукции, которая очень востребована, значит, в Нижегородской области. Мы пришли к такому заключению на нашей встрече, что где-то в недельный срок они будут иметь встречи со своими бизнесменами, которые занимаются переработкой у них в области. И дальше мы, значит, уже будем думать, как создавать такое предприятие. Делегация республики приняла участие в круглом столе по вопросу продвижения сельскохозяйственной продукции и провела презентацию курортно-туристических возможностей Абхазии. В дни проведения саммита в Нижнем Новгороде открылось представительство ТПП Абхазии с тем, чтобы представлять нижегородскому бизнес-сообществу интересующую информацию по двум ключевым аспектам – сельскому хозяйству и туризму. Амра Амичба, Роберт Ломи, Абхазское телевидение. В Союзе журналистов Абхазии состоялась презентация брошюры абхазского ученого, кандидата технических наук Расима Камля «Черная дыра. Антивещество». В ней автор выдвигает ряд гипотез. Подробности расскажет Асида Малия. Выводы многолетних исследований о сосуществовании противоположности вылились в открытие. Физик и математик Расим Камля, следуя философскому закону единства и борьбы противоположностей, выдвинул ряд гипотез о существовании материи и антиматерии в масштабах микрочастиц Земли и галактики. «Черная дыра. Антивещество» – работа, которой физик и математик посвятил 5 лет. На уровне даже микрочастиц, атомов, Земли и галактики
противоположности сосуществуют. И действительно это подтверждается философским законом единства и борьбы противоположностей. Без борьбы противоположностей нет развития. А чтобы эта борьба была, нужно обеспечить единство. То есть это фундаментальный философский закон. Это хоть и не подтвержденные опытами гипотезы, смелые предположения, заслуживающие внимания, считают коллеги ученого. Работа, конечно, достойная, и она представлена в достойное место. Вот для нас это на самом деле, для нашей страны, это большая честь, что мы имеем номинанта в области такой физики. Брошюра, в которой автор подробно излагает свои гипотезы, издана на 3 языках – абхазском, русском и английском. Если множество научных терминов, использованных в этой работе в русском и английском языках, существовали давно, то в абхазском языке они появились в процессе перевода. Им занимался писатель Рауль Ласурия. Таким образом, в абхазский язык введены новые научные термины. По словам Расима Камля, работа «Черная дыра. Антивещество» получила высокую оценку на Международном конгрессе «Экология и дети». Высоко оцененную работу ученого-физика представили к Нобелевской премии. Расим Камля не знает, заслужит ли он Нобелевскую премию и станет ли сделанное им открытие по-настоящему значимым, но точно уверен в одном – процесс познания окружающего нас мира бесконечен, чем и неустанно будет заниматься ученый. Асида Амалия, Астамурголжба, Абхазское телевидение. Вице-премьер Абхазии Дмитрий Сериков примет участие в программе «Вопрос министру» в пятницу, 18 сентября. В прямом эфире вице-премьер ответит на ваши вопросы, уважаемые телезрители. Вы можете отправить свой вопрос на электронную почту вопрос.министру@gmail.com. Кроме того, каждый четверг с 6 до 7 вечера у колоннады на набережной Махажира в Сухуме вы можете записать свой видео-вопрос министру. Итак, в эту пятницу, 18 сентября, гость студии вице-премьер правительства Абхазии Дмитрий Сериков. Пишите и записывайте интересующие вас вопросы. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар США 67 рублей 16 копеек, евро 75 рублей 90 копеек. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью 20-22, днем 27-29 градусов. Температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.